Я был объявлен умершим без семьи. Я спросил Бога, где ты? И я услышал этот голос. И этот голос сказал мне: знаешь, что могила, на которой написано твое имя, эта могила пуста. И угадай что? Моя могила тоже была пуста. Захария, он был хорошим человеком. Он был порядочным человеком. Он был очень умным. Он был единственным христианином во всей школе. И я ненавидел его, потому что думал, что, будучи мусульманином, я должен быть лучше его. Но он был лучше меня. Мы начали избивать его каждый день, приходя в школу. И в тот вечер мы договорились, что нам нужно убить его. Было темно, было холодно, и мы пошли впереди него. И нас было 5. Мы забрались на дерево и ждали. И издалека увидели приближающийся факел. Свет становился все больше и больше по мере того, как он приближался к нам. И как только он оказался под деревом, мы набросились на него. Он плакал, он кричал во все горло. Мы сломали ему руку, мы сломали ему ногу, у него потекла кровь. И поскольку он начал кричать и молить о помощи, я зажал ему рот рукой, чтобы он не издал ни звука. Точно так же, когда вы режете овцу, она просто дрожит, а другие избивали его. Я был очень горд. Я действительно что-то сделал для Аллаха. Знаете, я хотел угодить ему. И вдруг он перестал дышать, и мы больше не слышали его голоса. Мы оставили его в лесу на грани жизни и смерти. Мы вернулись домой. Мы умылись и помолились, а Захария так и не вернулся. Больше я его никогда не видел. Я родился и вырос в очень фанатичной мусульманской семье. Когда я был ребенком, мой отец привел меня в школу изучения Корана. Мне было всего 8 лет, и мой отец просто бросил меня там. Мне побрили голову. Мы сели в круг. Шейх сидел в центре круга, и у него был очень длинный хлыст. Меня заставляли заучивать наизусть Коран. За каждую ошибку, которую кто-то совершал, этот хлыст обрушивался прямо на его голову. Нам нельзя было плакать, потому что в нашей культуре говорят, что мужчины никогда не плачут. Я плакал каждую ночь. И они говорили мне, что теперь ты принадлежишь к исламской умме, и именно поэтому ты должен бороться за нее, ты должен быть верным ей. Я начал ненавидеть людей, ненавидеть всех, кто не был мусульманином. И особенно я ненавидел евреев. Поэтому я готовился отправиться сражаться за Аллаха на джихаде. Но каждую ночь я ложился спать, и когда выключали свет, я не знал, что будет со мной, если я умру. Мой двоюродный брат был тяжело болен, и врачи сказали, что он скоро умрет. Они дали ему всего пару дней. И однажды пришли 2 человека. Это были христиане, копты. И один из них захотел поприветствовать меня. Я увидел, что у него на руке крест, и я отдернул свою руку. Я сказал, что не собираюсь трогать руку, на которой был крест. И тогда он сказал мне: мы слышали, что этот ребенок болен. Мы хотели бы помолиться за него. И только из вежливости я сказал им: хорошо. И они начали разговаривать с Богом, как человек, который разговаривает со своим другом. Они сказали: «Боже, пожалуйста, исцели этого ребенка». В ту минуту, когда они произнесли «Аминь», этот ребенок открыл глаза впервые за 4 недели. Он начал двигать руками. Он начал говорить. Он сел на своей кровати и начал ходить. И один из тех 2 человек, которые молились, сел рядом со мной. И он сказал мне: «Знаешь что? Настоящее чудо в том, что Бог хочет изменить твое сердце.
ты веришь, что Иешуа жив? И я сказал ему, да, потому что, согласно исламской традиции, Бог забрал его на небеса, и он жив, и однажды он вернется. И он сказал мне, что поскольку он жив, ты можешь поговорить с ним. Это изменило всю мою жизнь. И когда я начал читать Священное Писание, никому не нужно было убеждать меня любить еврейский народ. Единственный способ для мусульман начать любить евреев — это встретиться с Иешуа. Я любил свою семью, я любил своего отца, я любил свою мать, и я любил свою общину. И когда я решил последовать за Иешуа, мой дед и мой отец сказали мне, «Ты больше не один из нас». Они организовали похороны, пригласили друзей и семью, привезли гроб на кладбище и сказали, «Наш сын мертв». Я был объявлен умершим без семьи. Я спросил Бога, «Где ты?» И я услышал этот голос. И этот голос сказал мне, «Знаешь, что могила, на которой написано твое имя, эта могила пуста. И угадай что? Моя могила тоже была пуста». Впервые за много лет я поехал в Египет и был на пасторской конференции. И ко мне подошел один из суданских пасторов, пожилой мужчина с седыми волосами, и начал говорить со мной. И он спросил меня, «Откуда ты?» Я рассказал ему свою историю. Он заплакал. И тогда я спросил его, «Почему ты плачешь?» И он спросил меня, «Помнишь ли ты меня?» Меня зовут Захария. И вдруг я вспомнил о нем. Последний раз, когда я его видел, это было той темной ночью. Я вдруг услышал, как он кричал, хотя это было 25 лет назад. Внезапно я увидел его сломанную руку и сломанные ноги. Я начал замечать шрамы, которые причинил ему. Мне стало очень стыдно. Я был плохим человеком. Я был ужасен. Тогда Захария снова посмотрел мне прямо в глаза и сказал, «Ясир, из-за того, что ты так сильно ненавидел меня, я всегда молился за тебя». Он открыл свою Библию, и в тот момент, когда он открыл ее, я увидел, что на первой странице написано мое имя. Я ненавидел его. Он молился за меня. В тот день Бог предстал передо мной. Он сказал мне, еще до того, как ты начал думать обо мне, я думал о тебе. Чтобы любить тех, кто вас ненавидит, вам нужен тот, кого зовут Иешуа.